Все, доброе утро. Время 10 часов уже. Вот сейчас готовим обед, завтрак, что-то между. Вот. Место офигенное. В общем, если все будет хорошо, наше гнездо не раскроют рейнджеры, то здесь на 2 дня затусим до субботы. Потому что объективно, отдохнуть уже надо. И сил уже нет. И ехать-то особо некуда. Мы сейчас на мысе находимся, такой полуостров. И останемся здесь. А ехать только назад, если. А назад неохота ехать. В общем, поэтому никуда не двинемся. Будем ждать здесь эвакуацию. Гулять будем сегодня, да, так? Ходить, смотреть. Сейчас будем гулять по этому полуострову. Там вот где крепость, там где-то есть и площадка детская. Значит, идем туда. Хорошо, здесь вот можно вещи спокойно оставлять, там палатку, велосипеды, там перед входом магазин. И, в принципе, ни за что не переживать. Ну, самое главное, конечно, взять то, что есть там, да, на всякий случай. Но в целом вообще никаких переживаний нету. Вот это хорошо. По сравнению, там, например, как в России, там, Марокко, где-нибудь там в Азии. Там хрен так оставишь. Ну, просто реально боишься, потому что реально могут угнать, украсть. Вот в этом плане, конечно, вообще в США вот прям кайфуешь. Потому что нахер это никому не надо. Все обеспечены, у всех есть деньги, все могут купить, там, воровать. Ну, может, редко так. В каких-то крупных городах здесь, конечно, где много бомжей, там концентрация, там могут красть. Но вот в таких вот, как в захолустьях, не, все нормально. Вот и пришли на площадочку. Маленькая, уютненькая, главное, никого нет. Хорошо. Вот интересная штука, да, цивилизация. Вначале все вырубят, застроят, а потом оставшийся лес сделают национальным парком каким-нибудь. Сделают платный въезд. Ничего здесь нельзя, ничего разжигать нельзя, не кемпинговаться. Ну вот вообще удивительно, да? Такой беспредел. Ну как бы, нет, это хорошо, что делают национальные парки, но по факту это из национальные парки делают просто из оставшихся лесов нормальных. Вот, потому что все остальное застроено, срублено, частный сектор, вот, все остальное, тому подобное. Вот, в основном все по частный сектор, естественно, продают землю, просто это хорошие деньги, как бы в бюджет, вот, продали землю с лесом какую-нибудь, все, там, стройтесь, что хотите, делайте, как бы, ну, в целом, вот так вот. Вот, а вот остальной лес, вот, даже нельзя спокойно сюда приехать, просто вот погулять, там, поставить палатку, кайфануть, вот. Так что это издержки цивилизации такой вот, к сожалению. Но контроль над лесами, конечно, в любом случае должен быть. Неважно, мало этих лесов или много. Вот даже, например, России, да, лесов много, но контроля над ними никакого нет. То есть там та же вырубка, просто бесконтрольная вырубка. Поэтому контроль у лесов должен быть, но какая-то мера должна быть. Контроль по счету вырубок, застроек, это да, это бесспорно. Вот того, чего в России, например, нету, да. Здесь все подконтролируется, тут все рейнджеры, то есть свои полицейские, все контролируют, смотрят, поэтому какая-то вот золотая середина нужна. Вот слишком излишний контроль тоже не нужен в плане, ну, по отношению к туристам, да, приезжим. Хотя, блин, хрен его знает. Это я же по себе сужу, как будто вот все такие путешественники и также заботятся о природе, что собирают за собой мусор. Понятно, что не все такие. Тут приедут другие, насвинячат, оставят все. То есть в целом, наверное, так просто. Я по себе сужу. И как бы я чувствую притеснение моих прав и свобод.
что я не могу спокойно прийти в лес и поставить палатку там, где я захочу. Вот, наверное, просто проблема в этом, что я все по себе сужу. Что как будто все такие же сознательные люди, как и я. Короче, мы пришли на соседний кэмпграунд, зашли в душ. Душ открытый, все нормально, много кабинок, классно. Сейчас буду душ принимать. По сути, ну не первый раз, второй раз за это путешествие. Классно. Вот, на самом деле в длительном путешествии есть только два аспекта таких важных. Это хорошо поесть, поспать и помыться горячим душем. Вот. Ну это в принципе вообще по жизни важно. Но путешествие это особенно, когда вот ты все это сделал, поспал, поел, принял душ, ну там в ванне отмочился, ты готов дальше съехать. Вот прям сейчас так заряд идет такой хороший. Ой, кайфанули, вышли из душа, практически час там тусовались, просто стояли под струей. Кайф, кайф. Я еще одежду сполоснул, вот сейчас на мне сохнет. Так просто освежить ее, чтобы там всю пыль, весь пот смыть. Да, интересно, сейчас патрульные патрульные катера тут расчистили дорогу от всякой мелочевки гражданской. И вот подводная лодка сейчас в пролив заехала. Полицейский там с автоматами заехал. Все вооруженные, чё кого, как будто тут нападение готовится. Да, тут все серьезно. Это вам не хухры-мухры, да, так? А я уж подумал, полицейские за моей палаткой уже поехали. Интересно, откуда эта лодка прибыла? Наверное, с какого-нибудь дальнего плавания. Может, вообще там с Черного моря, откуда-то оттуда. Почему нет? Интересно вообще. Но это все настолько там секретно. Нельзя, ну, мне кажется, под лодку-то вообще нельзя найти, как бы, только под водой. Ну вот, кто знает, где, чего она плавала. Интересно. Черепаха тут большая нас посетила. Мимо палатки прошла. Кушаем, лежим, гуляем. Весь день такой классный, прям как в санатории. Сейчас вот пришли потрогать стены крепости. Крепость относительно свежая, что она? Цемент только-только засох. Всего лишь 19 века. Да, Дака? Вот бойницы. Бойницы здесь. Ого. Там помещение какое-то. Ух ты, там что интересное. Смотрим. Да, прикольные бойницы здесь. Такие вот разные. Получается, ну, одно помещение, ну, чтобы все простреливалось, чтобы здесь даже никто не спрятался в углу, чтобы отсюда можно было его чпокнуть. А, да, тут. Да, интересно. Что-то подумал, а вот субмарина шла вот по проливу. А что если ее бы с коптера поснимать? Ее бы засекли, этот коптер бы засекли, интересно. Там уже у них какая-то защита, наверное, есть от всяких там
коптеров, потому что они могут скиды какие-нибудь делать, повредить что-нибудь. Наверное, по-любому там какая-то защита есть локационная. Может быть, управление, связь бы потерял бы. Интересно. Блин, проверять неохота, честно, своим дроном. Но интересно. Ну, конечно, не видно тут, что какие-то следов боестолкновений, каких-то дыр от ядер, от пуль даже. Вот все гладкая, ровная стенка прям и с той стороны, и с этой. Может, что-нибудь посмотрим еще? Конечно, обойдем, посмотрим. Но прям все гладенько, чистенько. Повезло, наверное, этой крепости. Здесь повсюду эти колючки. Сама по себе здесь защита. Не нужна крепость. Никто не высадится на этот берег. Здесь везде колючки. Да, Дака? Устал, Дака, уже колючки со штанов снимать, да? Да, что, качал рядом, все, ничего не надо. Дай сладко. Вот, это называется, по травке походили. Колючек полная подошва. Papa, look, see? One. Papa, Papa, see? One. Papa, Papa, Papa. Доброе утро. Время 10 час. Сегодня пятница. Пятница, 20 октября. Вот, мы проснулись. Сегодня у нас тоже день. Мы можем здесь лежать и ждать эвакуацию. Но я что-то... Одного дня мне хватило. 2 дня это уже слишком перебор. Валяться на одном месте. Передислоцируемся сегодня. Поедем назад. Той же дорогой, наверное. И там где-то будем искать ночевку. Вот, просто уже устал на одном месте лежать. Хотя тут место кайфовое вообще. Такое беспалевное, в лесу, спокойно. Ильдарка еще что-то писаться начал ночью. Вот первые дня 4 нормально было, а сейчас он описался. Ну что, маленький еще, что с него требовать? 3 даже нету мальчику. Вот. Просушивать теперь все надо. Я вот до сих пор удивляюсь, как я вот без такой печки вот жил раньше. Ведь такая печка у меня появилась только перед мировым кочеем, когда мы уже всей семьей поехали. А до этого, когда я путешествовал один, у меня такой фигни не было. Я всегда разводил костры, рядом ставил котелок, и там все начинало твориться. То есть без этой фигни. Как бы мне это упростило жизнь, очень бы упростило. Но раньше, когда я путешествовал один, у меня были хардкорные такие путешествия, когда я там зимой путешествовал, там осенью, в холодное время, ночью, когда мне нужно было греться, не просто сварить еду. Сейчас мне греться не нужно. А вот тогда я реально грелся еще, прям делал большие костры в лесах, то есть вообще классно, потому что с дровами проблем не было. Вот. Конечно, были свои особенности. Сейчас свои особенности. Вот. И
кострах нету смысла. Они много дымят, во-первых. Тут как бы тоже нельзя особо ничего сжечь. А в России как бы пофиг, там дым, не дым. Ну что, собрались. Прощаемся с этим местом. Место шикарное, хорошее. Вот таким стало своеобразным мысом счастья в нашем недельном, 8-дневном путешествии. Вот. Не все, наверное, поймут, что такое мыс счастья в моем контексте, да? Ну, кто знает, напишите в комментариях. Вот. Ну, не все помнят, наверное, что такое мыс счастья. Я помню, я помню. Сейчас, конечно же, на выезде заехали в душик наш, тоже полчаса постояли. Вот едем. Рядом есть велодорожка, как бы, но она очень плохая, я по ней не еду, я еду здесь. Прям реально там трясет, кочки вон видно. Вот мы повернули назад. И как думаете, какой ветер? Правильно, конечно же, встречный. Пишет, что западный, но он прям в лоб мне сейчас идет. Вот так вот я ехал, и на тебе тупичок. И ведь черти не сделали здесь выезд, а? Как так вообще, блин? Едем на свою прошлую стояночку с деревьями. Здесь уже были, где коряги на берегу. Вот тут и будем ждать, наверное, сегодня Настю. Насте ехать где-то 2-2,5 часа до сюда. Вот это уже будет затемно. Вот, нашел глину, прикольно. Натуральная глина здесь на дне. Нежданчик. Ох, приятно.
Все, выехали с пляжа. Сейчас будем разбираться все. Подготавливать все к погрузке на автомобиль. Песок это всюду вытряхивает. Песка вообще он навалом. Все, прицеп разобрали. Колеса сняли. Все, в багажнике, велик здесь. Блин, идет этот велик этой машины, конечно. Круто. Четко.